поплотнее, поплотнее. Вот. Еще раз. Вот так, ага. Хорошо. Хват, натяжение лука, управление дыханием, прицел, спуск. Базовую технику стрельбы из лука учащимся 8-й школы на практике показывает мастер спорта России международного уровня Махибуло Махмудов. На его счету множество побед. Успех был достигнут путем упорных тренировок, и удача здесь ни при чем, отмечает Махибуло. Поэтому и детей он наставляет также. Этим видом спорта Адам Евлоев занимается уже 2 года, но и он смог узнать для себя что-то новое. Лук нельзя очень сильно обнимать рукой, его надо слегка держать. И если его начать сильно держать, это неправильная стрельба. У каждого лучника своя собственная техника стрельбы, так как все люди отличаются по физическому развитию, строению тела и другим параметрам, говорит Максим Кузнецов. Спортсмен сборной Москвы отмечает, нужно лишь не забывать базу, которая едина для всех. Он поделился с ребятами своим опытом, раскрыл секреты стрельбы, показал, как правильно натягивать тетиву и целиться. В России по федеральному образовательному стандарту набор на отделение стрельбы из лука производится с 11 лет. Но можно заниматься в более раннем возрасте. Все зависит там от личных данных ребенка. То есть рост, вес, физическое развитие, ну и главное желание. Кто-то из них вырастет до неплохих спортивных результатов. Многие школьницы впервые держат лук в своих руках, но срабатывает уникальный генетический код. Потомки амазонок, которые отличались меткостью и силой, с легкостью справляются с задачей. Но есть и те, кто занимается этим видом спорта уже 2-й год и даже получал первые места на региональных соревнованиях. Это Хадижа Хачубарова. Полезные лайфхаки от профессионалов своего дела она уже применила на практике. Раньше я целилась вот так. Теперь стоят 3 пальца под стрелой. И так легче получается в цель попасть, да? Да. 8-я школа – это образовательное учреждение со спортивным уклоном. Здесь делается все для развития детей в этом направлении, отметил вице-президент Федерации стрельбы из лука Магомед Евлоев. В республике уже есть 3 спортсмена сборной России, 2 чемпиона страны и около 40 лучников, которые выезжают на соревнования за пределы республики на постоянной основе. Это наш актив, а это наше подрастающее поколение. Буквально в этом месяце нас уже пригласили в Грозный поучаствовать на соревнованиях по стрельбе из лука 2D. А также, так как у нас есть несколько клубов в самой республике, у нас постоянные выезды, мы стреляем у себя в республике и показываем неплохие результаты. Стрельба из лука – один из старейших видов спорта в мире. Первые турниры, о которых есть письменные свидетельства, состоялись в Китае во время династии Джоу, а уже в 1931 году этот вид спорта распространился по всему миру. Это некогда неотъемлемая часть культуры Ингушетии сегодня переживает 2-е рождение. Открываются спортивные секции, проводятся соревнования. Стрельба из лука у нас очень быстро развивается, уже открыто много секций. Федерация работает очень хорошо. Особенно президент Федерации Евлоев Анзор прикладывает много усилий для развития данного вида спорта. Они часто уезжают на спортивные соревнования. В этом году у нас уже несколько перворазрядников, кандидаты в мастера спорта, и на 2 человека мы подали уже на присвоение мастера спорта России, которые победили на российских соревнованиях. Мастер-класс стал отличной возможностью для детей познакомиться с этим видом спорта. Многие из них впервые взяли в руки лук и уже думают о том, чтобы стать профессиональными лучниками, как и их наставники. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз 24.